Это не просто совещание, а обмен опытом, подчеркивает в начале встречи премьер Владимир Сластенин. Эксперты дочерних компаний Сбербанка презентуют цифровые решения экосистемы. Часть из них подключились к цифровому дню в правительстве Ингушетии в режиме онлайн. Потребности, которые есть в субъекте, те задачи, проблемы, возможности, все то, что нужно и можно реализовать с помощью инструментов и возможностей Сбербанка на территории республики. Вот как наша задача сегодня этот заказ принять и взаимоприемлемые такие решения найти. Особый интерес вызвал проект «Умный и безопасный город», с помощью которого формируется новая городская среда и улучшаются условия жизни и ведения бизнеса в регионе. Его основная идея – в объединении технологических, экономических, социальных и экологических идей в рамках одной платформы. Система цифрового управления городом обеспечивает безопасность жителей всего региона и отдельных территорий, а также управляет информацией обо всех процессах и подает сигнал в случае нарушений заданного алгоритма. Проект создает более комфортные условия на общественных остановках, оптимизирует работу системы уличного освещения и контролирует регистрацию обращений граждан и исполнение задач по ним. Следующий кейс – виртуальный центр обработки данных представляет собой совокупность виртуальных ресурсов, сервисы, диски, сети, на базе которых создается ИТ-инфраструктура любой сложности. А дирекция «Цифровые решения для регионов» представила облачную цифровую платформу Сбербанка. Она может быть использована для разработки и предоставления государственных сервисов Ингушетии. Следующий презентуемый проект – Сберздоровье – одна из крупнейших в России медицинских платформ с самыми востребованными медицинскими услугами. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов Сберздоровья уже превышает 7,5 миллионов человек. Еще одна платформа «Нестер Правосудие», представляющая собой комплекс аудио-видеофиксации и протоколирования судебных заседаний с распознанием речи и переводом ее в текст. Важно понимать, что не только сама цифра, сама инфраструктура важна в этих вопросах, но и важно то, что мы можем предоставить образовательные программы, которые помогут в дальнейшем людям, живущим в республике, освоить эти материалы и продолжить внедрять эти сервисы на территории. По итогам встречи Владимир Сластенин подчеркнул актуальность представленных сервисов для региона. Премьер выразил уверенность, что полученные результаты приведут к оптимизации бизнес-процессов, улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной привлекательности Ингушетии. Начатая работа в январе-феврале, когда мы перевели первые 7 тысяч жителей на пластик, позволила облегчить получение тех субсидий и помощи матерям, которые дало правительство по указанию президента Владимира Владимировича Путина в связи с пандемией. Я только приведу одну цифру, что дети в возрасте от 7 до 16 лет, а их у нас получилось очень большая цифра, это практически все учащиеся школьники, это почти под 100 тысяч, их матери получили незамедлительно, имея уже эти пластиковые карты, денежные средства. Только в один месяц наше управление пенсионного фонда перечислила 1 200 000 000 рублей на эти карты. Если бы мы работали по старинке, наши мамочки получали бы еще полгода эти деньги. Они получили их сразу. Поэтому вот эти примеры говорят о том, что нам дальше надо внедрять эти процессы. Цифровая трансформация республики, в том числе сферы госуслуг, невозможна без изменения существующих сервисов, считает руководитель регионального отделения Сбербанка. Банк, как лидер этого направления, имеет готовые решения для сфер госуправления, транспорта, ЖКХ, городского хозяйства, образования и здравоохранения, подчеркнул Тимур Шадыжев. Совместно с правительством хотим определить приоритетные продукты, которые помогут решить правительству стоящие перед задачей по цифровизации региона, внедрению цифровой экономики. Также представители банка надеются, что с правительством Ингушетии скоро состоится еще один диалог, но уже более конструктивный. Тогда определятся с выбором приоритетных продуктов для региона и, возможно, примутся за подготовку дорожных карт по внедрению цифровой экономики. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24.